Прокуратурой Урмарского района утвержден обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя района, и уголовное дело направлено в суд. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, неуплата родителям без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. По версии органа дознания службы судебных приставов, мужчина, зная о взыскании с него на содержание сына алиментов в размере четверти заработка или иного дохода на основании судебного приказа от 20.08.2014, а также будучи привлеченным 22.08.2019 за неуплату алиментов к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, постановлением Мирового суда Урмарского района в период времени с января 2020 по июнь 2020 допустил неуплату алиментов на содержание сына 2010 года рождения в размере 65 тысяч рублей, доведя общую задолженность по алиментам до 224 тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой района для рассмотрения в Урмарский районный суд. За совершение данного преступления обвиняемому грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 1 года. Прокуратурой Урмарского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя района. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Судом установлено, что подсудимый, привлеченный в октябре 2019 года Мировым судом по части 1 статьи 12.26 КоП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев, будучи вновь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение правил дорожного движения 22.06.2020 в вечернее время управлял автомобилем марки ВАЗ-21140 на улице Советская в селе Шаркистры Урмарского района. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил жителю района с учетом ряда смягчающих обстоятельств наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением специального права, связанного с управлением транспортным средством, на 2 года. Приговор от 30.07.2020 не вступил в законную силу. Прокуратурой Урмарского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя района. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного 264.1 УК РФ, управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Судом установлено, что подсудимый, привлеченный в июне 2019 года Мировым судом по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения к административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, будучи вновь в состоянии алкогольного опьянения в нарушении правил дорожного движения, 03.05.2020 года в вечернее время управлял мотоциклом марки «Минск» на улице Молодежная в поселке Урмары. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил жителю района с учетом ряда смягчающих обстоятельств наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением специального права, связанного с управлением транспортным средством, на 2 года. Приговор от 29.07.2020 года не вступил в законную силу. В Урмарском районе рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Батаревского района за покушение на мелкое взятничество. Прокуратурой Урмарского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Батаревского района. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на мелкое взятничество». Предварительным следствием установлено, что указанный гражданин 11.06.2020 года, находясь в салоне своего автомобиля, желая избежать административной ответственности за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности, с целью дачи взятки сотруднику ГИБДД, лично передал денежные средства в размере 200 рублей полицейскому. Свой преступный умысел он не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду пресечения его действий сотрудникам полиции.
Вину подсудимый признал в полном объеме. Постановлением суда уголовное дело в отношении подсудимого прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу. В Урмарском районе вынесен приговор в отношении местного жителя за истязание своей супруги. Прокуратурой Урмарского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Урмарского района. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 117 УК РФ «Истязание». Судом установлено, что гражданин в период с 30 января по 4 марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно систематически наносил своей супруге побои, носящие характер истязания. Вину подсудимый признал в полном объеме. Судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, и с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев. По требованию прокуратуры Урмарского района, коммерческая организация оштрафована за нарушение антикоррупционного законодательства. Прокуратура Урмарского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в акционерном обществе «Урмарское». Установлено, что в 2018 году в общество был трудоустроен бывший специалист отдела строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского района, без надлежащего уведомления органа муниципалитета о принятии на работу бывшего муниципального служащего. В соответствии с требованиями закона, работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора работодателю по последнему месту его службы. Неисполнение работодателем этой обязанности является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. По данному факту прокуратурой Урмарского района в отношении юридического лица акционерное общество «Урмарское» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ. Незаконное привлечение к трудовой деятельности, либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего. Дело рассмотрено мировым судьей судебного участка номер 1 Урмарского района с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Прокуратурой Урмарского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города Чебоксары. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на мелкое взятничество», то есть покушение на дачу взятки лично в размере не превышающем 10 тысяч рублей. Судом установлено, что 08.06.2020 около 12 часов 20 минут дня на улице Первомайская, села Шаркистры, подсудимый, будучи пассажиром транспортного средства, в целях не привлечения и не оформления в отношении водителя административных протоколов за управление транспортным средством в отсутствии водительского удостоверения и полиса обязательного страхования гражданской ответственности, с непристегнутым ремнем безопасности водителем и пассажиром, за перевозку лома и отходов черного металла без сопроводительных документов передал инспектору ДПС России Урмарский незаконное денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Однако сотрудник полиции отказался от получения взятки и пресек незаконные действия жителя города Чебоксары. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил жителю города Чебоксары с учетом ряда смягчающих обстоятельств наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор от 28.07.2020 года не вступил в законную силу. Информация предоставлена прокуратурой Урмарского района. Текст читал Павел Демин.